Ортаға. Мені мұқият тыңдаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Қол алмасамыз, сәттілік. Good luck. Ну что ж, а мы начинаем главный бой турнира на ИЗА-62. Марсио Сантос против Олжаса Абзалиева. Буквально пару секунд. Поехали. Странно, при том, что они практически ровесники. Да, Марсио моложе, но выглядит намного старше. Ты об этом хотел сказать, наверное? У меня такое же ощущение. Будто бы лет 10 их разделяет. Как будто бы на себя в зеркало смотрю, когда вижу Марсио. Да, пока Постреливает ногами. Да, с разведки начинают оба бойца. Марсио что-то высматривает, пытается нащупать свою дистанцию. А Олжас пропускает сейчас достаточно плотный middle kick. Но при этом нельзя сказать, что как-то волнуется и тоже, наверное, пытается настроиться на свои действия. Неплохая атака от Сантоса. Перекрывается Абзалиев. Очень вольно себя чувствует Сантос. Фронт-кик. Слушай, И и вот попытка перевода. Слушай, всегда до этого Абзалиев давил. Давил и брал за счет борьбы. Так было в бою с Нургаипуло. Выбил всю мощь, просто буквально всю энергию соперника. Он в третьем раунде задавил. Так было с Гусейновым, но с Сантосом подобного Черный пояс. Да, Черный пояс. С ним лучше в партере не оставаться надолго, потому что люди, которые с ним боролись, которых я знаю, говорят, что все там в порядке. Ему можно попасться на болевой, можно попасться на удушающий. Он физически сильный и дышит хорошо. И в стойке не проще Сантос. Так что Абзалиеву придется перебивать этого оппонента. Блокирует руку, блокирует, не дает возможности пробить апперкот. Завязка в какие-то клинче, да, хороший локоток от Марсио Сантоса. Пытается Олжас прижать к клетке Марсио, и у него получается. Наверное, сейчас будет пытаться... Забивает. Да, несколько мощных плюх попадает по Марсио Сантосу, и, похоже, кровопотек уже у него есть под правым глазом. Напомню, что левый видит плохо. Хороший фронт-кик от Аю. И переводит на голову. Слушай, эти парни полутяжеловесы. Две настоящие машины. А двигаются они сейчас словно полусредневесы. Да, удары-то у них как у тяжеловесов, потому что они успели набрать уже после... Зашатало Сантоса! Жесткий апперкот от Абзалиева. Но Абзалиев не рискует, не летит сразу. Он понимает опасность Сантоса, он в любой момент тоже может выкинуть что-то. У него тяжелые удары, тяжелые кики, плюс он еще и борется. Напомним, поэтому Олжас просто методично разбирает своего соперника, попадает, ждет, попадает. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще одна серия прямо в челюсть. Ну посмотри на лицо Сантоса. Да, жестко. Прочувствовал на себе мощь медведя. Сантос. Да, сейчас такой еще попытка. О, хороший хай-кик от Сантоса, но при этом по защите Аю. Тяжеленные удары у обоих. Сантос надеется, что Абзалиев будет сближаться. А смотри, как накидывает. Прямые удары. Прям несколько сразу попадает. Как будто зажал на джойстике один удар. И 6 штук залетело Марсио Сантос, который забыл про то, что может защищаться в этой игре. Опять у нас хоккейный клинч. Ой, было близко. Но успел в последний момент голову убрать Аю. Опять пробивает Марсио корпус. Лоу-кик. Да, Сантоса, и на ноги посмотри, Марсио. Представь, теперь таким лоу-киком по ноге тебе бьют. О, два коротких боковых сваливает Сантоса. И Абзалиев намеренно избегает перевода. Он понимает, что работает 5 раундов, и если сейчас в каком-то моменте можно вымахаться, когда остается минута, потом можно просто задышать, а тебе еще драться 20 минут впереди. Ну посмотри на эту эволюцию Абзалиева. С Гусейновым, казалось бы, ветераном. Он разбирался вот именно в партере. Здесь ему не приходилось так долго работать в стойке, а тут
первый раунд на исходе. С другой стороны, и Артур поопаснее все-таки именно в плане ударки и менее опасный в плане борьбы. Я бы сказал даже так, непредсказуемее. Ой, хороший Концов перевод. первого. Последние 20 секунд. Прям такой классический по учебнику. Переводит, отдыхает, оттягивается и наносит удары. Но ой-ой-ой. Злые локти от Марсио Сантоса внизу. Они не такие уж прям опасные. Но мы знаем, что Кевин Тони Фергюсон из такой позиции работал отлично. Сёк всегда своих соперников. И вот, кстати, сейчас даже было видно, как черный пояс работает в партере. Заблокировал руку, пытался даже что-то изобразить интересное. Первый раунд вот такой вот напряженный и тяжелый. Посекли Марсио. Раунд точно за Олжасом. При этом Олжас, видно, силой экономил. Пока у нас есть немножко времени, я хочу напомнить, что Gorilla Energy не просто энергетический напиток, а источник силы и энергии для наших участников и зрителей. Он приносит ваши эмоции на новый уровень и помогает нам поднять занавес на это невероятное мероприятие. Сейчас мы смотрим графику, что интересно, паритет по выброшенным ударам, при этом именно по ударам, которые попали, ведет Олжас. Практически все его выброшенные удары были значимыми. У Марсио все наоборот, половина всего лишь из его выброшенных ударов были значимыми, много по молоку попадал. Плюс время контроля за Аю. Долго раскручивал этот поединок Марсио, ну практически в одиночку. Аю известен тем, что он немногословен. Трэш-ток — это вообще история не про него. Подобными инструментами для раскрутки он не пользуется. За него говорят его кулаки. Это не всегда хорошо и не всегда плохо. Вот просто-напросто такое столкновение получилось. Марсио говорил о том, что для него это принципиальный бой. Да, и, кстати, здесь находится Сула, наш боец KZ, и в случае победы Марсио Сантоса он обещал побрить его под 0. И Сул согласился. Сулу иметь. Да. Потому как брить Марсио смысла особого нет. Ну, сблизился. Слушай, и это парень, который может нокаутировать. Может найти эту возможность одного удара. Мидл-кик опять по корпусу. Хорошо. И еще раз. Просит Олжаса защищать корпус. Опять перекрываться. Да, клинч. Олжас чего-то ждет. Оба уже потяжелели немножко на ногах. При этом не то чтобы сильно у нас градус боя снизился. Нет, все еще опасны оба. И сейчас клинч у клетки. Причем мы не видим, да, практически у Олжаса переводов от клетки. Он сделал классный проход в ноги в конце первого раунда, но почему-то от клетки не пытается даже делать попыток, чтобы перевести. Хай-кик от Марсио при разрыве клинча, да. Хотел сейчас добавить локоть Марсио Сантос, но по молоку получилось. Не молчит в этот момент Оливия Дресс, он громче всех. Даже не поддерживает, а вот именно подсказывает Олжасу Абзалиеву. Причем подсказкам ребят из наилегчайшего веса стоит прислушиваться, потому что они самые техничные вообще в этой игре. Ну и в частности Оливия Дресс. Ткнул так джебом. Да, и сейчас все не так хорошо получается. Оверхенды. У Аю, как будто бы Аю задышал. Возможно, как раз сказываются эти удары по корпусу пропущенные. Потому что много передвижений, но достаточно мало ударов. Возможно, он ждет свой момент. Но все это имеет накопительный эффект. Как будто бы немножко не по плану второй раунд идет Олжас Абзалиева. Потому что Марсио загоняет его. Он постоянно идет за соперником. Да, Олжас придерживается такой тактики. Кинуть 2-3 удара, подождать, кинуть 2-3 удара, подождать. Сейчас попытался он пройти в ноги. Эту попытку остановил Сантос. Левый боковой доходит. Тоже неплохо. 2 удара точно попало. Может быть, что-то в защиту. Я знаю, кто больше всего волнуется сейчас. Посматриваю время от времени. Нурбек Карбала? Нет, Сула. Сула, да. Прическа его стоит дорого. А Нурбек Карбала волнуется за то, чтобы бой получился ярким и зрелищем, и пока что все идет по плану. Ой, опять хороший удар по корпусу. На самом деле это плохо пропускать столько по корпусу ударов, потому что нас еще может ждать чисто теоретически 3 раунда впереди. Ой, хороший локоть от Сантоса.
Практически забыл о лоу-киках Сантос. Он все метит в корпус. Его вновь. Олжас как будто бы устал или чего-то ждет. Активность его реально снизилась. Хороший удар. Сколько вот было у него комбинаций в первом раунде? Где они сейчас все? Ну, это была первая пятиминутка. Былой свежести, Да, разумеется, супермен нет. панч от Марсио Сантоса. Олжас пытается, мне кажется, продышаться, чтобы открылось второе дыхание. Вот и лоу. Ой, какой-то А дальше? необычный такой проход от Проход Марсио в одну Сантоса. Как будто бы подскользнулся он или что. Ролик грамотно. И уходит. Тейкдауна. От перевода. Абзалиев. Да, интрига сохраняется у нас. Если в первом раунде я был уверен, что раунд за Олжасом. Оу! Да, хорошее попадание, но как будто бы без того тоннажа, который был. Да, то есть это опять джебы. Обменялись сейчас джебами. И при этом первым номером работает Марсио. Он постоянно давит, постоянно кидает удары. Да, Олжас получается попадать. Но опять удар по корпусу. О, два подряд боковых. Санта! Да, и отдал через корпус причем. Находит все равно возможность Сантос. И Абзалиев его прижимает к сетке. Уже не скрывает, смотрит в свой угол. Да, посматривает. И, наверное, хотел узнать, сколько осталось еще до конца второго раунда. Потому что довольно тяжело он проходит. 40 секунд до конца. Пропускает один удар. Вот теперь корпус, голова опять же. И Марсио пытается перевести. Но все-таки, да, действительно, именно с проходами у него не все в порядке. Зачем он туда полез, я не совсем понимаю. А вот Олжас отлично защищался и все дивиденды отсюда вынул. Ой-ой-ой. Марсио попытался выйти сейчас на гильотину. Не получилось. И бой продолжается в стойке. Последние 15 секунд второго раунда. Я прекрасно понимаю, что у кого-то тонкая кожа, у кого-то часто и Хороший быстро апперкот. появляются такие гематомы, но мне кажется, лицо Марсио сейчас говорит само за себя. Слушай, но это результат первого раунда, будем честными. То есть во втором раунде прям какого-то значительного урона, мне кажется, Марсио не получил. И я не знаю, кто сейчас забрал второй раунд. Если в первом я прям уверен был в Аю, то во втором, ну, как будто бы паритет. Согласен абсолютно. Давайте смотреть. Интересно посмотреть по графику, да. Да. Это ключевой момент. Насколько верны наши впечатления. Как они соотносятся с реальным положением дел. Потому как, вот, к примеру, здесь и мы видели эти Да, серии. но вот при Аю. этом и пока что хорошие серии от Гамача, и хорошие серии от Аю. То есть, ну, бой хороший. Пока мы видим два хороших плотных раунда. Но помните ту ситуацию в первом раунде? Половину ударов по Марсио, они не доходят до, скажем так, цели. Ну вот, да, кстати, по выброшенным ударам прям значительно впереди на 22 удара Гамач, а вот по попаданиям ведет все-таки Аю. Да, интересно просто эту статистику считает аналитик, который за экраном наблюдает за это. Интересно, как считают это судьи, потому что все равно у каждого свой угол обзора, видят с разных сторон. Поэтому не знаю, то есть второй раунд больше похож на равный. Первый раунд определенно за Олжасом Абзалиевым. Да, глаза Марсио выглядят не очень. Две гематомы уже, что под левым, что под правым. В этом плане, конечно, намного свежее Олжас Абзалиев, но нас ждет еще впереди 3 раунда, если не будет досрочки. Успел ли восстановиться Олжас Абзалиев после второй пятиминутки? Марсио. Камень. Сантос. У него в соперник. Продолжает двигаться вдоль сетки. Ну да, и пока есть немножко времени, пока только раскочегариваются бойцы, я хочу напомнить, что наш партнер — это строительная компания MM Group. Они строят высокотехнологичный коттедж-городок на 5,2 гектара с коммерческими зданиями в городе Караганда. Цель MM Group — развивать и выводить на высокий уровень строительную отрасль, создавать перспективы рабочие места, строить высококачественное комфортное жилье по доступной цене. MM Group. Ну и кроме того, мы, конечно, благодарим Мангостауское управление спорта за содействие в проведении данного турнира. А все бои вы можете посмотреть на сайте Найза ТВ. Это, собственно, платформа с множеством интересных возможностей. Да и на Спорт Плюс тоже можете посмотреть. Замечательный телеканал. А мы продолжаем. Идет третий раунд. В принципе, пока что много очень вязкой борьбы, обмена ударами. Да, хороший такой снизу вверх поднимающий мидл кик. Попал он в защиту. Что-то интересное хотел сделать Марсио Сантос. И вот подключает свою борьбу. Это была вертушка. Абзалиев так круто чувствует тайминг, находит этот момент, как до этого, когда он успел выставить блок в момент мидл-кика.
Теперь вертушка, он перехватывает инициативу. Знаешь, я вот вспоминаю бои Олжаса. Я хочу сказать, что легких боев у него в карьере не было. Каждый бой — это испытание для него, и тем, наверное, и ценен этот боец, что к 36 годам он прошел столько испытаний, хотя у него всего 3 боя. Посмотрите, каждый из этих боев. Право прямой, дважды. Да, сложные. Марсио достает. Да, тяжелые хорошие попадания. Уже несколько по корпусу. Опять голова-корпус. Корпус-голова. Опять корпус. Марсио очень много. Оу, Да, бэкфест, ну такой, не вложился Да. он в него. Да и скорее... Попытка прохода в корпус. И отсюда сам уже Марсио накидывает несколько апперкотов по Олжасу. Пытается еще добавить локтем. И вот хороший такой закидушка Левый оверхенд. боковой. Еще парочку ударов по корпусу. Марсио это про прессинг. Да! Хорошая. Слушай, да, много проблем Посылочка. создает он для Олжаса Абзалиева. Как будто бы Олжасу прям сложно в 3-м раунде. Все меньше энергии по корпусу пробивает вновь Сантос. Сказываются удары по корпусу, переводит он на челюсть. И если сегодня у Марсио получится победить, это будет сенсация. Не знаю, какие там котировки на Лимбет. Я уверен, что если вы бы поставили сегодня на Сантоса, я не знаю, какой будет исход, но пока что он смотрится хорошо от раунда к раунду, вы бы, наверное, озолотились. Но я хочу напомнить, что Алимбет — это наш партнер. Широкие линии, большие коэффициенты, кэшбэки реальными деньгами и умопомрачительные розыгрыши. Регистрируйся и погружайся в мир спорта на полную. Но Твоя первая ставка уже застрахована. Но Сантос тоже вымахался, давайте честно. Да, Он- оба устали. Такое ощущение, на автоматизме как будто бы идет вперед, Абзалиев, но он находится под таким давлением постоянно. Мне кажется, это очень морально сложно. Отличное колено. Марсио вообще не собирается сдавать назад. Прет. Ребра Абзалиев! Ой-ой-ой, Очень тяжело для тяжело. Абзалиева. Видно, как Абзалиев тяжело дышит. Очень много сил наставил в первом раунде. Я не ожидал, что бой будет таким. Для меня был тоже явный фаворит Олжас, но Марсио доказал свой класс. Все-таки у него по 30 профессиональных боев, у Олжаса всего 3. И вот именно вот этот уровень, да. Ну, Абзалиев замедлился очень сильно. Сбросил темп. И нужно Марсио сейчас чуть поблуждать. Попытаться провести тейкдаун. Вот что нужно было сейчас. услышал он твою подсказку, и этот тейкдаун, возможно, для него станет в этом раунде не то чтобы спасением, но важным моментом для судей. А сам, Как-то кстати, нужно закрываться от этих локтей. Абзалиев, он такое ощущение, будто бы подставляет нет свою сил. голову, принимает лбом. нет сил, то есть он совершил техническое действие, которое помогло ему перевести соперника и думал, что он ему даст сейчас возможность передохнуть. Но не тут-то было. Марсио Сантос проигрывать не собирается, наносит огромное количество урона своему сопернику. Да, это не видеоигра, где у тебя восстанавливается постоянно шкала выносливости. Да, впереди-то еще 2 раунда у нас. Это- 20 секунд до окончания 3-го. Это 15 минут против огромной глыбы, что идет постоянно на тебя. Вау, пытается Треугольник сейчас через выйти. руку. Да. На удушающий Но Олжас Сантос- Абзалиев. 10 секунд. Сантосу нужно просто перетерпеть. Да и сам Абзалиев отпускает. Отдыхай, кричит Алибиев. Раз пытается докричаться до Олжаса Абзалиева, это ему удается. 15 минут позади, чемпионские раунды. С трудом встает Марсио Сантос, опирается о клетку. Я представить себе не мог, что даже в теории Абзалиев и Сантос могут провести в клетке больше времени, чем Каныбек и Даниэль Дончин. Полностью поддерживаю твои слова. На самом деле бой меня удивляет. Интересно, что будет как раз в чемпионских раундах, потому что здесь должна как раз выйти на передний план функционалки. Вот сейчас, кстати, по ударам впереди Марсио Сантос впервые. И Как- ты что-то вот можешь сказать здесь все равно, что вот однозначно забирает Сантос? Или Ну, как будто бы в 3-м раунде он смотрелся чуть лучше. 2-й раунд, наверное, равный. 1-й раунд точно за Олжасом Абзалиевым. Слушай, интрига. а перевод и попытка Перевод выйти- был, но перевод без как бы какого-то да, контроля. После он не накидывал удары. Олжас, он просто лежал и получал удары локтями. Я не знаю, то есть, что у рефери сейчас на их записках. На моих записках, наверное,
Не знаю, Я бы первый... пока 2-1. Да, наверное, 2-1 Олжас. Я думаю, что было бы честно. Но вот как будто бы третий раунд забрал Марсио Сантос. В Казахстане новый претендент на бой года. Полутяжи устраивают сражение в Ахтал. Да, успел я перекинуться несколькими репликами с нашим двойным чемпионом. Он очень удивлен форме Марсио Сантоса. Очень ему нравится, как он проводит свой бой. Вот только он это мне сказал, как Марсио перевели. И как же он похож на нашего двойного чемпиона, не правда ли? По крайней мере, его прическа. Да. Не путайте, двойной чемпион не я. И взглядом. Марсио Сантос очень похож взгляд на Фаниля Рафикова. Согласен. Посмотрим, что по бойцовским качествам. Черный пояс, еще раз напомню, Марсио Сантос по бразильскому джиу-джитсу. Не дает он работать Олжасу Абзалиеву. Вяжет его, растягивает ногами. Выше пытается поднять Хусейн Абзалиев, скрыть голову. Баттерфляй гард перейти, что-то вот изобразить интересное. Да, выходит на ногу. Ой-ой-ой. При этом пропускает хорошую подачу от Олжаса Абзалиева. Ну, то есть что-то слишком умное он пытался, мне кажется, изобразить. Здесь, когда уже сил мало, нужно просто вставать. Такой тулуп, да, вот Абзалиева. И он моментально сориентировался. Да, пытался выйти он на ногу. Но действительно, когда ты уже потный, когда ты уставший, наверное, это не самый лучший прием. Хотя вот опять охотится за ногой он Олжаса. Сейчас попытается выйти на колено или что он? Отдает спину. Нет, просто перекрыться. О-хо-хо! Да, и при этом Олжас самого как будто бы нету сил на то, чтобы бить. Сантос просто из любой ситуации успевает какой-то удар придумать. Да, и вяжет. Блокирует одну руку Абзалиев. Пытается. Да, не торопись с болевым. Ему кричат. Абзалиев 100% это слышит. Да он и сам это понимает. Ну, ты с черным поясом как бы внизу находишься. Закрывает гард Марсио Сантос. Пытался он вот изобразить что-то оттуда и работать начинает локтями. Причем локти такие неприятные. Видно по лицу Олжаса. Просит Марсио, чтобы его подняли, я так понимаю, в стойку. Ну а в чем претензия? Ну, он говорит, что вот, смотрите, Олжас не работает, просто на мне лежит. Но это не совсем так. Олжас накидывает удары. Совсем не так. Наверное, не так много, как мог бы. Так, по-моему, захватил за перчатку сейчас Марсио своего соперника. И как будто бы Олжас тем же отвечает. Успевает выставить колено. Сантос. Да, Сантос Опять. хочет в стойку, не хочет он лежать в партере, апеллирует он к судье, но пока что как будто бы, да, действительно, работа все-таки идет. Марсио, просто попробуй встать сам, не жди судью. Черный пояс по БЖЖ. Позиции снизу. Ну, опять же, знаешь, как говорят, каждый пропущенный удар в ММА минус 1 пояс. Учитывая, какое количество уже было пропущенных ударов за бой, я так понимаю, что Марсио порядка 150 ударов уже пропустил, как будто бы уже не черный пояс. Потихоньку пытается Ну вот, забрать кстати, спину, но хороший это свип. свип. Почти он уже вылез в удобную для себя позицию, встает от клетки. А Олжас Абзалиев грузит его спину своей массой. Напомню, что это порядка 100 килограммов, очень тяжело. Попытаться свалить вперед его просят. Тем временем минута 40 у нас остается. Снова сваливает Олжас Абзалиев Марсио Сантоса. Советует ему бить и дышать. Это, я так понимаю, все еще Алибек Дрис. Нет, это уже Нурбек Абдрахманов. Это Нурбек Абдрахманов, да. По голосу. А ты по голосу отвечаешь. Да, Я просто думаю, как ты спиной успеваешь смотреть. Действительно, это вообще такой очень важный совет в ММА – бить и дышать. Еще можно советовать, делай свое. Бей. Да, этот раунд реально за Олжасом Абзалиевым. Смотрелся он в нем хорошо, потому что работал в своей манере. Перевел, контролирует, мучает соперника, наносит удары не так часто, при этом удары тяжелые и просто не дает из-под себя вылезти. А когда дает из-под себя вылезти, переводит снова в партер. Я как помню, предыдущий бой с Нургаипулу был одним из претендентов также на звание боя. Да, очень красивый Помню, бой. Причем, да, было удивительно, что два полутяжеловеса на протяжении 5 раундов ярко рубились. Причем два бойца с очень серьезной базой Да, борцов. борьбы. Да, при этом, да, успевали обмениваться ударами. Видно, как тяжело уже Марсио Сантосу дышать. Причем и глаза у него немножко уже затекли. Продолжает давить постоянно.
сбивать дыхание соперника. Абзалиев, это его любимая тактика. Успевают уже просунуть и локоть, и Ой, это хороший сильно. локоть по челюсти. Да, классно. Вот что такое бойцовский IQ? Бойцовский IQ — это умение перестроиться. Олжас Абзалиев круто себя показал в удар в первом раунде. Во втором раунде она перестала получаться. И к четвертому раунду он просто начал включать борьбу. Это бойцовский IQ. Ну и самое главное, он перестраивается по ходу боя. Он постоянно прижимается, он пытается не дать возможности бить, носить удары локтями. И главное оружие Сантоса в позиции снизу, наверное, сейчас нейтрализовано. В идеальном варианте для Марсио Сантоса счет сейчас 2-2. Но, скорее всего, счет 3-1 после действия записки. Сейчас мы посмотрим еще инфографику, что по ударам. Но, скорее всего, счет 3-1. Ну да, по акцентированным ударам прям впереди Олжас Абзалиев, 36 ударов. Немножко странно статистика показывает. Нет, скорее всего, 30... Да, хотя да. Да, немножко странно. Наверное, в стойке типа. Просто-напросто нет, ошиблись. Я имею в виду, не внесли данные в график. Это типичная ситуация, потому что мы в позиции сверху, там около 20 ударов мы точно увидели. Да, я уверен, что четвертый раунд за Олжасом Абзалиевым. Вот еще раз, в идеальной ситуации для Марсио Сантоса счет 2-2. Так что, наверное, он может понимать, что сейчас будет решающий раунд. И есть такое чувство, что могут остановить бой, потому что довольно затяжная пауза. Доктор в клетке. И он сейчас вынесет свой вердикт. Также Да. находится Кажется, матчмейкер. что- Да, обнимают Марсио Сантоса. Да, и Абзалиев сохраняет, защищает свой титул чемпиона в полутяжелой весовой категории. И это TKO. Да, и столько сетей. Сантос отправляется к Абзалиеву. Да, тяжелый бой дал Олжасу Абзалиеву Марсио Сантос. А Победа. можно ведь подумать о реванше? Знаешь, я вот часто говорю о том, что нужно думать о здоровье бойцов. Я вот, например, против того, чтобы Тони Фергюсон выходил снова в клетку. И вот я думаю, что пока Марсио Сантос не залечит глаз, не стоит думать о реванше. Но, опять же, они одинакового возраста. Дайте Марсио залечить глаз, и тогда, наверное, через годик можно было бы сделать реванш. А пока что нет. Я бы хотел посмотреть Олжаса с кем-то прям топовым. Интересно было бы посмотреть Олжаса Абзалиева, возможно, с каким-то чемпионом другой лиги. В 93 килограмма есть много крутых боев для него. Сейчас объявят победителя. Друзья, все, внимание. Но это не интрига. Да. Олжас Абзалиев, Аю, защитил свой титул, улучшает рекорд до 4-0. Крутая, уверенная победа. Досрочная, но было не так просто. Но Абзалиев показывает раз за разом, что его уровень очень высокий. Сондай ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жек 4-ші раундтан кейін дәрігерлердің шешімімен тоқтатылды. Сонымен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы and still Найза